Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Госдуму прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы. По оценке Минэкономразвития, демографические процессы оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. Их отличительной особенностью в последнее время являются устойчивая тенденция старения населения страны и ухудшение возрастной структуры. Также демографическими вызовами являются снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте от 20 до 34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. Ожидается, что среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет со 146,8 миллиона человек в 2018 году до 147,7 миллиона человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 миллиона человек. В ближайшее время некоторые интернет-магазины, торговые сети, телеком-компании, кафе и другие торгово-сервисные предприятия все чаще начнут предлагать клиентам оплачивать товары и услуги через QR-код в рамках системы быстрых платежей, запущенной Банком России. Более того, во многих местах тех, кто согласится рассчитаться новым способом, ждут бонусы и скидки. Банк России стал инициатором и оператором системы быстрых платежей, чтобы снизить издержки бизнеса и потребителей на безналичный оборот. В отличие от платежей по картам, которые обслуживают платежные системы, в новой системе комиссии жестко ограничены Банком России. Соответственно, продавцы в новом способе оплаты заинтересованы потому, что это дешевле карточных платежей. Для них это еще и проще. Часть небольших точек торговли и услуг, которые до сих пор принимают только наличные или СМС-переводы, смогут начать полноценно принимать безнал. Для этого может быть достаточно обычного смартфона с установленным на него приложением, которое будет генерировать QR-коды. И дорогостоящие посттерминалы уже будут не нужны. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила вице-премьеру России Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложение по сдерживанию роста цен на билеты на случай резких скачков стоимости авиатоплива. Отмечается, что все варианты предусматривают предоставление помощи из бюджета. Авиаперевозчики просят снизить планку демпфера. Это компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо с 48 тысяч до 40 тысяч рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года до начала резкого роста цен на авиатопливо. Кроме того, для частичного возмещения потерь прошлого года авиаперевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в размере 23 миллиардов рублей. Эти деньги предполагается направить всем авиакомпаниям пропорционально потребленному топливу. В документе также предложен альтернативный вариант государственной поддержки – увеличить коэффициент суммы акциза на керосин, что позволит возмещать авиакомпаниям не 3, а 7 тысяч рублей с каждой тонны топлива. Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019-2020 годы на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты. Задача парламентариев – формирование комплекса мер для совершенствования работы негосударственных пенсионных фондов и мотивация россиян самостоятельно копить на пенсию. Речь идет в том числе и о налоговом стимулировании, например, увеличении максимального вычета до 52 тысяч рублей, а в дальнейшем, возможно, и государственного софинансирования добровольных взносов. Негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике получать необходимый их инвестиционный ресурс в виде длинных денег. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.